нас остается всего лишь неделя до Нового года. Это единственный на всю Москву, вот, да, на всю Москву единственный Новый год на татарском языке, на татарской музыкой. Больше такого нет. Халяльный, естественно. Вот. Мы 4-й год проводим такой, именно вот для вас, такой молодежный студенческий Новый год. Вот, например, Рахат проводит, там цена 4000, 3,5. У нас цена, по-моему, 700, да, пока. Так что такая студенческая дотационная цена у нас, пока не поздно записывайтесь на Новый год. По всей России проходят конкурсы танцев, и финал бывает в Кремле, тоже в Кэмпбелде. Что касается Globus Promotion, это значит, без аларблян сотрудничаем, есть Заманчи, да? А есть Globus Promotion. Вот Globus Promotion это с нами вместе без аларблян шаралар уткарявец. Бля, балда бик якши индешул играть пой моя Россия. У нас, значит, мандажиденче ел уткаряляр День героев 5 декабря жил сейн. Bütün геройлар Мәскәүдә булган, соцтруда, военные, бүтнесен Кремльдә җыялар. Безне шунда чакыралар. Менә общественные оешмаларның татар, башкир только без анда булабыз ул геройларда. И шунда булганда инде менә һәрбер герой практически наверное штабта булган бар. Менә сезнең белән очрашулар менә былтыр безнең булды монда 43 герой. Да? Олар, конечно, татар булмасалар да, барыбер сезнең белән очрашулар үткәрделәр инде. Шулай бит инде менә вот День героев шундай концерт булды безнең Зайнап менә 3 көн без Кремльдә инде, да. Менә бүген без тоже сотрудничаем айкидо, кем белән нәрсә ул? Тэквондо. Единоборство. Тэквондо это шундай сугыш инде, да, сугыш чаканы. Борьба, да. Менә анда аның белән шөгырьләнә 40 000 кеше. Менә бүген монда булды 5000 спортсмен, судьялар, ниләр инде менә без аның белән тоже без бергәләп алар белән сотрудничаем. 24-нче ел быел булды. Менә без алар белән инде шунда Динамода шундай көрәш булды. Менә сезнең менә булса дусларның балалары, племянниклар, ниләр менә мин бик рекомендовал бы шул шуның белән шөгырьләнергә менә. Кызларга там и мужество, и физическое, бик яхшы шундай спорт инде. Вот. Менә без монда җыелабыз. Җыелабыз монда барыбыз да без татарлар, башкортлар. Шулай бит инде. Безнең нәрсә безне объединяет? Берләштерә. Татарлар, мы все татары. У нас одна история, у нас одно прошлое, у нас одно будущее. Шлебетинде. У нас есть чем гордиться. Наши герои, художники, значит, ученые. У нас уникальная нация. У нас необычная нация. У нас не принято сравнивать какую-то нацию с другой, да? Но если говоря о нашей нации, у вас у каждого генетически заложена такая предрасположенность к наукам, учению, к музыке. И вот у нас сколько врачей, сколько профессоров, академики, кто-то, потому что это присуще татарской нации. И татарской нации всегда была присуща вот такая самоотверженность, трудолюбие и героизм. Поэтому вот такие профессии, как шахтер, например, очень много татар. На войне, как правило, тоже в бой идут впереди, в первых рядах. Вот это все было очень подчеркнуто в 812 году, да? Как-то было явно это, что вот все победы, все в бой, это все татары, и вот в знак благодарности, правда, версий здесь много, башкирам, татарам вот построили в знак благодарности вот эту вот мечеть историческую, знаете, да, за Москворечье. Вот, поэтому без них шунды этот характер у нас такой вот. Мы такие трудолюбивые, значит, мы хотим, чтобы вы помогали друг другу, чтобы вы общались, сегодня все с друг другом перезнакомились. Главная задача у вас, главная цель, задача это получить багаж. Багаж на всю жизнь это багаж знания. Вот это ваша сила, знания. Вот в своей отрасли, в своей профессии вы должны добиться успеха, добиться совершенства. На работе на час задерживайтесь позже, раньше приходите, но будьте лучшими и добивайтесь карьерного роста. Вот такая у нас установка. У нас две задачи здесь собираемся. Первое это сохранение татарского языка, культуры, наших традиций, и второе это ваш личностный, карьерный, финансовый рост. Мы хотим, чтобы вы были все депутатами, чтобы вы все были богатыми, вошли в журнал Forbes, чтобы вы
помогали друг другу, были депутаты вот с молодости вы, в каких-то местных самоуправлениях, вот с этого начинайте, потому что это тоже присуще нашей татарской нации. Что касается татарского языка, давайте говорить откровенно, да, вот с каждым годом мы все меньше и меньше между собой говорим на татарском языке. Мы мало говорим, но татарином является тот, кто считает себя татарином, кто ощущает себя татарином, кто считает себя татарином, тот татарин. Многие у нас вот даже молодые пары, которые вот в штабе у нас 15-20 человек женятся в год, многие не знают татарского языка, но мы их нацеливаем, чтобы они детей своих все равно учили татарскому. Мы надеемся, что среди вас найдутся такие акбаи. Знаете, кто такая акбаи, нет? Но вот в царские времена многие татарские предприниматели делали частные школы, частные больницы, частные детские сады. И вот мы надеемся на вас, что когда вы станете олигархами, богатыми, вы тоже организуете частные школы, частные детские сады, частные больницы, и будем там изучать все татарский язык. Татарский язык, он во многом сохранился из-за мечети, из-за мадресе, из-за хазрятов, потому что везде в мечетях были вот эти вот такие, значит, мадресе. Поэтому, ну, у нас все-таки промусульманская организация, промусульманская. Мы, конечно, настраиваем всех на мусульманство. Вот мы, как сегодня он не смог прийти, мы приглашаем сюда Коран Хафиза. То мы большую разъяснительную работу проводим. Первый намаз, мы проводим разъяснительную работу. Что такое ифтар, например, да? Что такое там какие-то мусульманские праздники. Вот. Все думают, все, что у нас муфтият. Да? Вот. У нас в Москве 10 муфтиятов. И меня на эти встречи тоже приглашают. Думают, что у нас муфтият. У нас есть предрасположенность к этому, значит, то, что нам, допустим, мы вот из этих 10 муфтиятов, 4 муфтията мы помогали создавать юридически. Мы знаем все это, как делается. Но на сегодняшний день, в ближайшее время, у нас муфтият, такого вопроса не стоит, чтобы знали какие-то, может быть, есть разговоры. Вот. Мы, вот здесь у нас на Пролетарке есть Аль-Бир Хазрят, мы совместно проводим мероприятия. Мы, ну, столько в Москве, сколько проводим мероприятий мусульманских мы, столько роликов разъяснительной работы в интернете, этого, конечно, никто не делает. Вот. Поэтому и такое вот мнение, что вот по мусульманству мы впереди планеты всей вот, по разъяснительной работе, по нашим роликам. Да. Вот на будущий год будет 85 лет Победы. Да. Мы успели где-то 10 лет назад, 8 лет назад, мы взяли 50 человек. Мы их искали, мы их нашли. Это люди, которые принимали самое непосредственное участие в Отечественной войне. Вот они нам рассказали на видео, что такое война, как это было. И вот их живых уже никого нет, естественно. У нас остались вот эти записи, поэтому вот как-то так получилось, что этого и не тоже в общественных организациях мало у кого это есть. У нас есть 50 роликов живых свидетелей войны. Вы знаете, что сейчас искажается информация, что эта война преподносится по-другому. Вот, поэтому у нас вот это есть такая правда в интернете. Но я вам могу сказать то, что вот это каждый раз мы говорим, чтобы вы не подписывались на разные левые сатанистские сайты. Идет огромные деньги, огромные силы прилагаются, чтобы вот затуманить молодежи российской мозги. Или на какие-то теракты уговаривает, или просто какая-то идеология, вот это вот европейская, там родитель один, родитель два и все такое прочее. Да? Вот мы все-таки традиционные наши семейные ценности, мы от них отталкиваемся, мы отталкиваемся от мусульманства, мы отталкиваемся, так что слушайте своих родителей, слушайте учителей в институте или кого-то, и не подписывайтесь на эти сайты. Мы от вас ждем активности, ждем от вас сторисов, ждем от вас лайков, пишите нам комментарии. Вы можете использовать нашу организацию. Вот у нас 5 межрегиональных организаций, да, в наш штаб входит. Вот. Поэтому вот есть какие-то предложения, какие-то коммерческие, где-то выступить, кого-то позвать. Пожалуйста, пишите письма, мы поставим печати, значит, и приглашайте сюда. Значит. Поднимите руки, кто идет на Новый год, точно. Провожаем 2024 год, встречаем 25-й. Мы уже продумали программу, у нас уже ведущие, диджеи, все есть. Будет, как раз у нас будет Кушбабай, да, Санта, Лилия будет. Да, может, Санта. расскажешь? Ну, да, ребят, давайте регистрируйтесь на тайном сайте, потому что, мне кажется, это всегда будет классно
в конце мероприятия получить подарок, также преподнести кому-то такое небольшое чудо, потому что я участвую, я организовываю. Мне кажется, это всегда приятно получать небольшие подарки. Плюс, если вы будете участвовать в конкурсах, которые будут в мероприятии, тоже можете получить небольшие такие презенты. Да. Малайлар, я вам предлагаю тюбетейки, ну а девушкам подойдут серьги, чулпы, колфак или изю, а также еще есть такие там разные брелочки, аксессуары, то есть все, что найдете, обязательно приходите. Думаю, даже проведем конкурс на самый интересный, самый такой более колоритный костюм. Также у нас будут интересные интерактивы, у нас будет фотозона. Вот Рената у нас как раз отвечает за фотозону. Наш лучший фотограф Ренаточка, которая во всех наших мероприятиях. Спасибо тебе большое. Вот она у нас тут, позвали. Будет очень интересно. Почему именно 14 число? Потому что, мне кажется, уже последние дни, последние недели, там всем будет не до этого, многие уедут, и вот мы решили вот именно эту дату выбрать. Также по поводу Рахат у нас будет 21-го у Рахат вечеринка, 14-го у нас вечеринка, и вот вы знаете, наверное, то, что екінші одного будет концерт Салавата Фатхудинова, которых уже билетов нет, которые мне сейчас все спрашивают у меня билеты. Самый любимый, наверное, исполнитель. И как бы на ближайшие планы вот такие. Так что это последняя вечеринка, обязательно присоединяйтесь. У нас сегодня в гостях будут гости, татары и башкиры из Санкт-Петербурга. Так что вот они уже едут. Ждем, не дождемся, и они тоже выступят, расскажут о том, какие у них мероприятия. Они тоже очень активны. Я вот как раз в июне ездила на экономический форум и встретилась с ними. Они, знаете, как делают? Они каждые выходные практически выезжают с палатками. То есть они очень любят природу, как я заметила. И вот каждые выходные они вот где-то с палатками ночуют на выходные, пятницу, субботу, воскресенье. Вот они вот постоянно где-то. Потому что там, в принципе, рядом очень интересные места, красивые места. Вот. А сегодня они приехали. Был как раз волейбол. Они принимали участие в волейболе. Вы знаете, наверное, то, что у нас есть татарча волейбол. Если кто хочет играть в волейбол, у нас есть тоже как раз-таки группа, кто проводит игры по волейболу. Тоже в выходные собираются. Эту информацию тоже скину в чат. Вот. Активности разные, вы сами тоже можете придумывать. Если когда-то кто-то хочет пригласить, то вы обязательно приглашайте в чате, пишите, не стесняйтесь, чат в вашем распоряжении полностью.